И вот, уважаемые товарищи телезрители, мы сейчас с Адашем находимся в селении Зоны. И земля еще богата загадками. Возле зон делают дорогу. И откопали, вот посмотрите, какие большие осколки. Вот такой вот огромный кувшин был. Это только маленькая часть. А на самом деле он был в диаметре, наверное, полметра. Разные, точно. Вот это вот от этого, а это отдельно. А это вот это одинаковые, да. Вот. И посмотрите, какой рисунок интересный. Вот такой вот прочерченный. И вот посмотрите, новая дорога. Ее делают вот перед селом Зоны. И вот всегда, и раньше, еще в 18 веке, все основные находки были сделаны именно людьми, которые делали дороги. Музей Эрмитаж, Венский музей, они пополнялись бронзовыми вещами, как раз-таки найденными вот здесь вот, где делается дорога. И вот здесь вот рядом с селом Зоны, на этой вот дороге, я сейчас покажу вам, археологи здесь уже были, поселение 12 века. И вот, уважаемые товарищи телезрители, вот куски керамики 12 века. Прямо вот здесь вот лежат на этом склоне. Да, 800 лет керамики. И вот здесь вот мы можем видеть остатки костей. Это кости животных. Вот как мусор, сюда вот их сбрасывали. Здесь люди жили очень долго. И вот посмотрите, кусок керамики. Даже с рисунком. Даже с рисунком кусок керамики. Там вот что-то горело. Вот, вы можете видеть. О, это же керамика, Адаш. Посмотри, какой кувшин. Адаш, ну ты прямо археолог. Я не увидел, ты увидел. Посмотрите. С рисунками 12 века. Ты же меня научил, где. Конечно, конечно. И вот тут же и кости, вот вы можете видеть. Это или позвоночник, или что. Вот, пожалуйста, керамика 12 века. А вот еще один кусок керамики. И видны такие вот насечки. Мы помоем и покажем вам еще лучше эти насечки. И вот, уважаемые товарищи телезрители, трактористы нашли, тоже помыли осколки. Посмотрите, какой интересный орнамент, волнообразный. Очень красивый. Потом вот такой вот красно-глинный кувшин. Вот такие вот полосы. И вот такой вот грубый орнамент. Очень интересный. И вот если вчера мы были в селении Зоны и с Адашем изучали древнее поселение 12 века, то сегодня мы находимся в Харачое с Висаитом. И здесь мы будем исследовать две самые большие бочки, я думаю, что на территории всей горной Чечни. И вот сейчас мы эти две большие бочки увидим. Assalamu alaikum dedik hilla. مقشعي سماش مش شدو على الوجه 94. Эй, Далавахов, я ходу к Далаваху. Вот что рассказывает дед. Бревна это некоторые части сосна, а некоторые местный бук. Так, его
дед возил, значит, на восьминогих быках. То есть восьминогий считался в горах середняком. То есть это было в то время, когда корова стоила 12 рублей. 12 рублей. Значит, восьминогая это пара, а дед говорит, что 4 быка были запряженные. Да, 4, да? 4 быка. Вот тащили вот это. Вот самая большая бочка. И мы сейчас у дедушку спросим, для чего? Что в них держали? Хует шхило очо, хует шхило очо. Так. Ага. 3 бочки. В данный момент, значит, здесь хранится зерно у дедушки. Он приносит. Так. Бочки, значит, сделаны из чистого дуба. Это дуб. Российский, говорит, дед, дуб. А когда и Не откуда местный, их а привезли? российский. Откуда Так. их привезли? Кто? Машохир дуцери. سويت عادل أديت عنهم خلعونش تلحق ميكالي خلقات يهو عادل В خلق любом случае, он помнит, что это еще в советское время, начало советского периода, но вполне возможно, что еще при Николае II они еще были, эти бочки. Толщина очень большая, уважаемые товарищи телезрители. И если это дуб, это очень дорогие бочки, вот эти вот. Особенно сейчас. Посмотрите, зерно хранится. Это сколько зерна здесь в этих бочках. То есть бочки используются по своему назначению, хранятся. Хоть она уже вот такая вот уже и рассыхается бочка, но все равно она используется, и она сохранилась, эта бочка. Вот посмотрите, один обруч сохранился, он на заклепках, 2 заклепки. Этот обруч очень старинный, этот обруч. Давно-давно сделан, железные заклепки у него. داون إبا داون حلق دين دوهر Дед нас приглашает к себе, говорит, нельзя без чая, посидели, говорит, но спасибо большое, мы, значит, уедем. вам тоже спасибо. Пожелаем ему здоровья, крепкого. هذا المواطن Спасибо, спасибо. Спасибо, вам дед. огромное. Адеквейно. Спасибо. ودي كده Спасибо. ودي كده Вот меня иногда спрашивают, Бортников, ты все время ходишь по Шар-Аргунскому ущелью, показываешь водопады Шар-Аргунского ущелья. Неужели нигде больше нету ни водопадов, ни красивых мест, ни пещер? На самом деле есть. И вот сегодня я нахожусь в Веденском районе, рядом с селением Харачой. Ну, не совсем рядом, но там мы проехали немножко по ущелью. И здесь я хочу вам показать тоже уникальный водопад, очень красивый, потому что Чеченская Республика, она очень богата красивыми местами. Здесь тоже есть водопад, который может стать жемчужиной туристических маршрутов. И сейчас мы к нему подойдем. И вот по пути мы встречаем вот такие вот гротовые пещеры рядом с водопадом. Конечно же, в красивых местах всегда жили люди, всегда. Люди всегда ценили красоту, и красота их спасала. И вот обратите внимание, вода чистая, прозрачная, хотя сейчас лето и все реки мутные. Это чисто родниковая вода. Вот действительно, программа «Родники жизни» рассказывает и про животных, и про археологию, и про родники, которые питают основные реки Северного Кавказа. Прямо из-под камня мощным потоком бьет родник.
Сейчас мы покажем, как путники пили воду с помощью лопуха. Обратите внимание. Вот таким образом сворачивалась, делалась наподобие кружки. Вот она. Сейчас мы черпаем воду. Пожалуйста. Вот она. Да, и вода удивительно удерживает. Да. Вот таким образом можно было отнести даже к друзьям, товарищам или лошади где-нибудь, напоить своих товарищей. Но это немножко с дырочкой, но лопух надо выбрать новенький, такой хороший, без дырки. Пожалуйста, вода сохранилась. И вот таким образом... Вот такие большие, которые, Виктор, видишь, но на той стороне, большая. Да? Мы его использовали как зонтик. При дожде, когда дождь сильно идет, мы использовали как зонтик его сверху. Вот таким образом. Вот. Отлично. А большой он вот так вот ходит по плечам. Вот используют от дождя. От дождя всегда. От солнца можно. Сильно греет солнце, например. Взял один лопух, положил и все. И в тени. И это, уважаемые товарищи телезрители, все способы, и как воду собирать, и как сохранять голову во время жары, во время дождя сухой, и во время жары, чтобы не перегревалось, тоже вот так вот лопух одевали. Это все способы, которые оставили нам в наследство наши отцы и деды, наши старики. Сейчас мало кто помнит этих способов, но они есть, их много. И очень приятно, что некоторые люди эти способы помнят. К сожалению, молодежь над ними смеется. Но не дай бог придет время, чтобы, как говорится, традиции даны нам для того, чтобы когда все исчезнет, люди смогли выжить. В общем, что я хочу сказать. Сегодня так накопилось техники много, что все ездят на машинах, у всех они есть. Вот как раньше, вот на моей памяти даже, вообще не было машин, мало было. Люди видели друг друга чаще, люди были огорожены только плетенкой или жердевыми заборами. Друг друга все видели, друг другу ходили в гости. Пешком преодолевали такие расстояния, сегодня которые ездят на машинах, например. Мы сейчас стоим у ущелья от Харачоя, 1,5 километров, Чан-Ирзе называется вот это ущелье. Вот, она богата, значит, пещерами и по левую, и по правую сторону. Раньше люди знали каждую тропу, каждое название горы, скалы, ручейков. Все знали, а сегодня таких людей очень мало. Сегодня практически не осталось стариков. И все ездят на машине. Например, сегодня 45 километров, если взять от Ведено до Казиной-Ам, а здесь это ущелье мы могли бы пройти ровненько и никаких подъемов, 7 километров всего до Казиной-Ам. Вот оно, кажется. Да, 7 километров. И мы могли бы за 1,5-2 часа преодолеть вот этот участок. Раньше люди ходили пешком, и они были здоровые, намного здоровые, потому что дышали свежим кислородом, наслаждались природой, данной нам Всевышним. Но природа, что включает в себя и животный мир, и птицы, и живая речка, родники, все это чисто экологическое. Чисто здоровье для человека. Отсюда не хочется уйти даже, отсюда не хочется, это же красота. Прохлада какая, ветер, ущелье дует, это красота. И на каждом шагу, как мы видели, роднички прекрасные. Да, везде и каждый не похожи друг на друга. Точно. Чище, слаще. Да. Полезные, целебные. Точно. Каких только нет родников.
И вот здесь, уважаемые товарищи телезрители, целые земляничные поляны. Очень вкусная, ароматная. Прямо на горе. И вот она какая очень крупная, вкусная. Вот она, земляника. Раньше люди жили в этих пещерах. И все богатство было под пещерой. Вот, пожалуйста. Не просто подняться к этим двум пещерам. Посмотрите, какой маленький человек по сравнению с этими пещерами. Вон Висаид идет. И какие огромные эти две пещеры, как два глаза. Такое ощущение, что вот-вот сейчас вот рухнет. Но очень красиво. К сожалению, вот она осыпалась. Вот вы можете видеть, она была глубже. Но все вот это обрушившийся свод пещеры. Вот Висаид стоит сейчас на обрушившихся камнях. И вот она такая изнутри, эта пещера. Большая. Если бы свод вот этот вот не обрушился, она вообще была бы большая и глубокая. И вот вы можете видеть, с потолка капает вода. Эта пещера тоже сырая. Сверху вода текла, и она обрушила свод пещеры. Вполне возможно. Поверьте мне, уважаемые товарищи телезрители, спускаться гораздо сложнее, чем подниматься. Кого-то съели. А вот кого съели? Это сокол. Это сам сокол. Это сам сокол. А кто сокола может съесть? Посмотрите, какие когти у сокола. Вот это вот опять программа «В мире животных» начинается. Посмотрите, уважаемые товарищи телезрители. Ой, какие острые. Очень Это острые. бесподобно острые. Вот смотрите. Вот он зацепился, как он висит. Ничего себе. Это да. Ой, острые какие. Я, между прочим, впервые вижу. Впервые видите Да, я вижу когти сокола, да? Сокола, да, и держу впервые, между прочим. А ягод сколько, уважаемые товарищи телезрители! Сколько ягод здесь, на горе! Потрясающе!